Цены на продовольственные товары не будут расти в месяц Рамадан, если с торговца будет снята арендная плата на этот период. Такое предложение сделал глава Ингушетии Нузбек Евкуров в ходе совещания в Магасе. Глава региона также отметил важность обратной связи от граждан в мониторинге цен и качества реализуемых продуктов питания. Необходимо незамедлительно реагировать на любой сигнал на жалобу жителей республики, заявил Евкуров. Создать рабочие или комиссии, которые будут работать. Каждый день, вот с утра до вечера на рынке должны работать. Это неустанно группа должна работать. Первое – это цена. Посмотреть, средняя рыночная цена. Второе – это качество продуктов. Вот две вещи, которые должны взять на самый жесткий контроль. Ну и, конечно, представитель правительства сейчас собрать там у себя совещание сделать, всех директоров рынков, муниципальные, частные, неважно, все рынки. Главным в том, что параллельно эту задачу на своих рынках поставить. Снять арендную плату за этот месяц, за месяц Рамадан. Со всех торговцев просто снять эту арендную плату. И не позволять торговцам завышать цены. Вот это все пропишите в протокол. И что ж, это надо контролировать. Ну и то, что вы сейчас сказали, как практика прошлого года, на телевидении показывают тех, кто завышает цены, нехороших людей показывают, и те, кто снижает цены наоборот. То есть показывают. Здесь была еще практика, таксисты, маршрутники показывали, ребят бесплатно кого-то перевозили. Такие практики показывают, чтобы люди это все видели. Во-первых, Барклада, Лоусмак, во-вторых, это тоже такой пример для остальных. В этом вопросе поработаем. Как отметил министр экономики, промышленности, торговли и туризма Ингушетии Умалат Таршхоев, в целях пресечения фактов необоснованного роста цен министерство регулярно проводит контрольные мероприятия по отслеживанию роста цен на потребительских рынках городов и районов республики. Также он подчеркнул, что по опыту прошлого года Минэкономразвития региона продолжит информировать в СМИ население о выездных мероприятиях по торговым точкам, реализующих продовольственные товары по сниженным ценам. Индекс потребительских цен в процентах соответствующего квартала предыдущего года составил 102,26%. Данный показатель является лучшим среди регионов СКФО, где аналогичный показатель составил 104,7%. Если брать отдельно индекс потребительских цен на продовольственные товары, то в первом квартале 2019 года данный показатель в процентном соотношении к соответствующему кварталу предыдущего года составил 102,05%, когда среднее значение по Северокавказскому федеральному округу составило 105,5%. Цены на основные продовольственные товары – говядину, творог, яблоки, яйца, хлеб, масло подсолнечное и сыр – уже несколько лет остаются на уровне самых низких по СКФО. В настоящее время наиболее подвержен изменениям плодоовощной сектор. Здесь наблюдается разнонаправленная динамика. В процентах к предыдущему месяцу зафиксировано снижение цен на огурцы и томаты. Вместе с тем картофель стал дороже на 1,3%, лук на 1,6%, морковь на 3,2% и капуста на 3,3%. Нузбек Евкуров дал поручение руководителям профильных ведомств республики увеличить количество выездных проверок рынков и крупных торговых точек с целью выявления случаев необоснованного роста цен в предпраздничные дни, а также информировать в СМИ население республики о проведении ярмарок, связанных с праздником Разговения Ид-аль-Фитр. И здесь я просил бы и требую самым жестким образом отнестись ко всем, не только рынкам, торговым точкам и придорожной торговле. Никто не запрещает, чтобы придорожная торговля велась, только она должна вестись централизованно, цивилизованно, и с проверкой всех сопутствующих законодательных направлений. И ценовая политика. Цена и качество продукции – это сейчас основная тема. У нас есть рычаги, в том числе создать условия. В прошлом году еще была одна практика, когда директора рынков на месяц Рамадан арендную плату не брали с торговцев. Так? Была же такая практика? Да, была. И не за счет этого, как минимум, мы не позволяли ценам расти, как максимум кто-то делал чудо, что снижал цену.
прошлом году была практика, когда собирали на уровне председателя правительства всех, кто занимается заготовкой там, или там, поставками мяса. Была же такая же тема, когда председатель правительства, вице-премьеры поставили задачи, и люди, по крайней мере, хотя бы цены держали на баранину, на птицу там, или на говядину. И плюс, конечно, ярмарки, которые мы делаем. Но здесь не только торговые рынки продовольствия, но и торговые точки, торговые центры. Надо расписать там набор вот этих всех вещей. И вот надо было делать до месяца Рамадан. Мы ряд мероприятий провели для того, чтобы облегчить для работников бюджетной сферы, в том числе, и для жителей в целом. Месяц соблюдения поста – это и сокращение, там рекомендации сокращения на 1 час тем, кто нуждается в этом. Это и организация на придорожных мечетях возможности и Мардек, и Мардаст, другие мероприятия. Но при этом есть ряд вопросов, которые мы должны жестко контролировать. Да, задачи поставлены по энергоснабжению, по газификации или по газовому снабжению, чтобы у нас и с водой чтобы проблем не было. Задачи поставлены в том числе и по оказанию помощи особо нуждающимся в населенных пунктах. Я, кстати, глава муниципальных образований сегодня уже администрация поставила задачу, и правительство, в том числе, Зимхан, у нас еженедельно должен был быть отчет, какая помощь, где, в каком виде, скольким людям оказана еженедельно. Главам администрации городов и районов республики поручено проверить список особо нуждающихся семей и еженедельно на официальных сайтах администрации городов и районов публиковать отчеты об оказанной помощи. Светлана Томова, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Магомед Дидигов. Новости 24.